сейчас вам подробно расскажем. Но я сделаю небольшую вводную часть, почему мы решили запустить этот фестиваль, почему эта платформа нам так важна. Дело в том, что в феврале 2021 года мы сделали огромное исследование о том, чем является культура Кыргызстана в настоящий момент. И мы пришли к некоторым выводам, первый из которых очень важен для нас, о том, что произошла некая подмена культуры Кыргызстана как исторически многонациональной, многокультурной страны на более архаичные и традиционные практики, подходы, понимание культуры. И второй момент, мы выявили, что у нас есть большая сложность в коммуникациях как среди акторов артистической среды, так и проблема коммуникационная между артистической средой и слушателем, зрителем, как в нашей стране, так и в мире в целом. И именно поэтому наше мероприятие призвано показать, насколько мы разные культурно в огромном охвате, потому что мероприятия у нас настолько все будут разными, сейчас каждый представитель проекта своего расскажет о том, что будет происходить, и вы поймете, какое разнообразие у нас существует. И во-вторых, все эти проекты мы хотели бы, чтобы увидела как можно больше людей. Вот. Наверное, я хотела бы еще передать слово своему коллеге, исполнительному директору фонда «Сорос Кыргызстан» Шамилю Ибрагимову, сказать пару слов. Да, спасибо, Вика, и спасибо всем, кто сейчас нас смотрит. Идея родилась на самом деле из исследования, о котором Вика уже говорила, и мы хотим показать это культурное разнообразие в нашей стране. Вот сегодня у нас здесь 7 представителей нашей культурной среды с очень разными проектами. И основная цель на самом деле не только о культуре, не только об искусстве. Есть достаточно интересные исследования, которые говорят о том, что и экономическое развитие государства – это есть следствие разнообразной и богатой культуры. Вопрос сейчас заключается в том, что мы не умеем в полной мере управлять этим самым многообразием. И в этом наша, может быть, даже такая трагедия, что несмотря на все богатство выбора, альтернатив у нас очень мало. И они как-то капсулируются, они какие-то такими маленькими кластерами, где только свои люди знают о них, а для большой общественности они остаются, все эти практики, большинство этих практик, они остаются где-то там, за бортом этого самого мейнстрима. И, к сожалению, государственная политика, она очень узконаправленная. Мы не говорим, что она плохая, мы говорим, что она слишком узкая, мы говорим о том, что она должна понять важность культурного разнообразия и важность умения управлять этим самым многообразием. И поэтому сегодня наша пресс-конференция посвящена фестивалю, который начинается уже в эту субботу с очень интересного мероприятия. О нем уже детально расскажут. И я надеюсь, что в течение этого фестиваля, который у нас продлится до середины декабря и охватывает сколько? Порядка 17-14 мероприятий? 14 мероприятий, очень разных, от перформансов до различных выставок и даже рейв-вечеринок. Это будет возможность нашим гражданам познакомиться с этим разнообразием культуры. И поэтому сейчас мы, наверное, уже перейдем к непосредственно нашим партнерам. Как вы видите, это все молодые люди, творческие, со своими интересными идеями, которые расскажут о своих проектах и о том, почему это важно сейчас для нас всех. Я участница художественного коллектива «Си», творческой мастерской «Синергии», и вот отсюда вылилась рейв-платформа «Синергия». Мы организовали ее первый раз 8 марта, это был наш практический жест. Я диджейка, вот моя коллежанка диджейка, она тоже вам сейчас расскажет поподробнее о «Синергии».
Мы занимаемся музыкой, мы хотим обучать в дальнейшем девочек, обучать их диджеингу, чтобы они также занимались музыкой, интересовались ей. И вообще, мне кажется, у нас в Бишкеке очень сильно развита рейв-культура. Это такая интересная андеграундная история. И хотелось бы, да, чтобы она популяризировалась и чтобы везде слушали техно-музыку. Всем здравствуйте, меня зовут Майя, я тоже участница художественного коллектива СИ и творческой мастерской «Синергии», и так же, как и Адель, мы вот вместе решили сделать синергию, и вообще, мне кажется, синергия — это очень какой-то интересный такой проект, рейв-площадка возникла от того, что 8 марта нам захотелось как-то иначе заговорить о празднике, о его политичности, о голосе и как-то по-другому его представить. И вообще, если так наблюдать, в комьюнити, в любом творческом маленьком комьюнити есть, ну, как бы вот эта реальность в виде гендера, в виде ограниченности ресурсов. И у нас, к сожалению, это тоже было так до какого-то времени, и мы удачно попали в ту волну, когда это стало разбавляться, и люди поняли, что за диджейской культурой есть какое-то будущее. И вот как-то очень сильно хочется людям показать о том, что есть очень много разного звука, который сопровождает нас. И техно — это тоже часть искусства. И очень важно, чтобы в музыкальной площадке у людей была разность этого музыкального звука, потому что это ровно так же, как в искусстве, когда у тебя есть насмотренность и наслышанность, у тебя появляется поле для того, чтобы думать и задавать себе вопросы. Вот. И синергия, собственно, про это. Рейв-площадка тоже, как бы, мы стремимся к тому, чтобы она была про это. Вот. И 9 октября мы ждем всех желающих в Bar People. Это будет 7-часовой рейв в лучших традициях рейв-культуры. Очень разная техно, очень аутентичная, то, которое слышится именно у нас в Бишкеке, потому что, к примеру, в Алматы есть свое звучание. Это тоже про это вот, да, интересность звука. Так что всех ждем с 10 вечера. Все. Хотел сказать, что мы ударная группа Attendo. Как уже понятно из названия, мы играем на барабанах. Барабаны — это очень, скажем, самые старые инструменты, я думаю, в мире, которые были придуманы, и всем они понятны. И мы участием в этом фестивале хотели не только показать себя, но и, как было сказано до этого, действительно сделать так, чтобы люди, они почувствовали культуру, то есть они почувствовали, что они тоже, мы делаем шоу, которое будет включать самих зрителей в наш концерт, чтобы они не просто слушали и говорили, да, эти ребята играют хорошо, но мы хотим, чтобы они стали частью нашего шоу, то есть они почувствовали, и мне кажется, что после этого люди сами начнут задумываться о том, что почему бы мне тоже чем-то не заняться, или почему бы мне тоже не организовать какую-то группу свою, чтобы начать. И я думаю, если каждый человек, сейчас, конечно, в период пандемии у всех большие проблемы, но все-таки вот это чувство, жажда чего-то большего, чем, скажем так, денег, материального, оно все-таки у человека есть. И даже, скажем, не только у светских людей, но и обычных людей, она внутри есть. И мы хотим зажечь это. Но барабаны, они, скажем так, такие однотонные, то есть это вам не фортепиано, не гитара, где можно играть разными мелодиями. И еще одна причина участия в этом фестивале — это то, что для нас мы хотели бы действительно сотрудничать со всеми участниками этого фестиваля. Мне кажется, что один в поле, как говорится, не воин, но если мы... та же самая рейв-вечеринка, мне кажется, это очень крутая штука, я никогда не был, но я обязательно схожу. Да, 9 октября, да? Обязательно там буду. И через сотрудничество всех наших акторов, мне кажется, мы можем сделать еще больше. То есть люди не увидят просто, скажем, наш один барабанный концерт, скажут, ну, барабаны окей. А если там будет и рейв-вечеринка, и какие-то... Здесь вместо Д есть, да? Театр вместо Д, да. С актерами.
с остальными людьми, если мы скооперируемся, то это будет такой большой праздник для всех людей. И люди действительно почувствуют, что вот она культура. То есть, когда людей спрашивают, что такое культура, они скажут, это, наверное, музыка, это, наверное, походы в классический концерт, это, наверное, хождение в музей на просмотры картин. Это, конечно, да, но большинство это не прельщает, не интересует, как скажем, они не находят ничего такого. Но если мы сделаем действительно огромное такое мероприятие, которое будет проходить каждый год, то я думаю, что через такую штуку мы можем притягивать людей к вот этому, как бы сказать, внутренней, я не знаю, потребности чего-то большего. То есть культура, она такая, что есть надо включить людей в наше же создание самой культуры. И как до этого говорилось, да, правительство, оно очень узко действует в этом направлении, но я считаю, что сами акторы, то есть мы должны продвигать это. То есть если мы будем сидеть и думать, правительство, сделайте что-нибудь для нас, это мне кажется, не очень серьезный и большой прогресс. Мы должны это продвигать. Да, это трудно, да, это тяжело, но я думаю, это будет очень круто. Вот на такой ноте я бы хотел сказать, что мы группа Tendo. Меня зовут Азим, с группы Tendo. Мы 23 и 24 числа устраиваем шоу-перформанс. Это будет саунд-перформанс, визуальный. Грубо говоря, мы хотим немножко сломать рамки того представления зрителя, когда он просто приходит, садится и хлопает, грубо говоря, смотрит на представление. В нашем шоу будет нечто большее, хотелось бы сказать. Будет часть, грубо говоря, сам зритель будет сам же частью самого шоу. И очень много мыслей, слишком много мыслей в голове. Я хотел бы добавить, просто это будет не шоу, но и не шоу, концерт, но и не концерт, это будет нечто гораздо шире. Это что-то экспериментальное, да, которое мы сейчас хотим поставить. Это будет в Дубовом парке 23 и 24 числа в 6 часов. Да, в 6 часов вечера. Да, на улице. Будет темно абсолютно, там нет света, мы туда приходим. Поэтому никто не будет никого стесняться. И ничего не будет видно. Нет, на самом деле там будет очень много света, очень много шума. Мы хотим объединить людей под одной эгидой, грубо говоря, этого перформанса. Я надеюсь, это будет прям достаточно такое, что-то новое для нас. Помимо этого, один из самых таких важных вещей, чуть-чуть ниже, для нас это мы любим кыргызскую культуру. Мы занимаемся барабанами, грубо говоря, для того, чтобы... Раньше у кыргызов были дабл-басы, и я абсолютно уверен, что у этого есть определенная культурная основа, которую мы потеряли, которую там нигде не найдешь, кроме как в Манасе там написано очень маленький отрывок, очень маленький. Мы занимаемся на японских барабанах, и для нас это определенный фьюжн. То есть, грубо говоря, мы хотели бы воссоздать то, что было, с помощью того, что мы имеем сейчас. Но помимо этого мы идем в ногу со временем, хотелось бы сделать что-то современное. Я абсолютно верю в то, что культура, она не стоит на месте, она должна развиваться. Это не должно быть таким старым, традиционным, монокультурной вещью. Культура, она в любое время, в любые времена, она всегда шла дальше. Она всегда немножко менялась, и она должна меняться. Тогда это будет иметь какой-то определенный смысл. Если мы будем просто застревать в определенной, не знаю, стагнация культуры, это абсолютно не имеет никакого развития. И вот через подобный перформанс мы хотели бы попробовать провести определенный эксперимент и сделать что-то новое для города, для нас. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Мен негизи микстура чоң маракесинин алкагында биз иштеп жатканыбызга абдан кубанычтамын. Анткени микстуранын маңызы биздин аялдар музейинин философиясына абдан жакын. Микстуранын негизги, менин түшүнүгүм боюнча, негизги маңызы бул ошол маданияттын, искусствонун, биздин коомдун ар түрдүүлүгүн тартуулоо.
Анан негизинен көп эле коомдордо түшүнбөстүктөр ошо адамдар бири бирине аяр мамиле кылбагандыктан келип чыгат деп эсептейм. Анан биз качан бири бирибизди кабыл алып ошо ар түрдүүлүктү кабыл алганда ошондо өнүгүү болот деп эсептейм. Ошондуктан бул микстура негизи эле ушул чоң долбоор, чоң фестивалдын философиясы ошол биздин коомдо болгон искусствода, маданиятта болгон ар түрдүүлүктү көрсөтүү. Бул салттардагы, заманбап искусстводагы баардыгы кирет. Азыр сиздер көрүп отургандай, бул жерде искусствонун баардык түрлөрү бар экен. Демек, музыка, көркөм искусство, театр. Анан биздин аялдар искусство музейи жөнүндө айтып өтсөм, биздин музей бул фестивалдын алкагында көргөзмөлөрдү алып барат. Анан биз көргөзмөлөрдү Бишкекте гана көргөзбөстөн, айыл жергесинде көргөзгөнгө дагы аракет кылабыз. Рахмат. Здравствуйте. Меня зовут Александра, я представляю театр «Место Д». Я благодарю фонд «Сорос Кыргызстан» за инициативу, за этот фестиваль «Микстура». И, естественно, как все мы, призываю бишкекчан, гостей столицы, может быть, кто-то из наших соотечественников приедет на какое-то мероприятие из регионов. Приезжайте, приходите на те ивенты, которые вам будут ближе. Мы, например, ездим к коллегам в Алмату, если нам что-то интересно, поэтому я думаю, где-то сорваться там из Балыкчи или из Аша и приехать на арт-ивент, если очень хочется, это всегда возможно. Я, наверное, поддержу идею, так заброшенную Шамилем в начале нашей дискуссии, о том, что в многообразии наша сила. Я, наверное, сама... для меня это не просто какой-то слоган или что-то. Для меня лично это моя жизненная философия, потому что я сама по себе как человек имею в себе много корней, как национальных, так и культурных, так и религиозных, каких только кодов во мне нет внутри. И когда меня, например, спрашивают о моей национальности, я всегда говорю, что я себя по этому признаку вообще никак не идентифицирую. И всегда считаю, что действительно на пересечении, по крайней мере, уже в наше время, по-моему, это очевидно. Я вообще не знаю, что можно в этом вопросе обсуждать после Второй мировой войны, после всей истории 20 века, но почему-то эти темы вновь звучат, вновь актуальны к великой скорби. Но мне кажется, это абсолютно очевидным, что сегодня вся наша сила может быть только где-то в точках пересечения разных культур, разных взглядов, разных идеологий и так далее. И вот где-то там находится зерно этой истины и зерно нашей силы. Мне кажется, в нашей стране, как ни в какой другой, где-то глубоко в нашем коде мы это понимаем, да, и пандемия это доказала, это было совершенно беспрецедентное время, и мы все теперь уже знаем, что в какие-то самые сложные времена, самые темные времена мы умеем объединиться, забыть обо всем и сделать главное, и сделать что-то главное человечное, да, из той внутренней культуры, из той любви к жизни и любви к человеку, любви друг к другу, которую, наверное, мы все ищем и в искусстве, и, я надеюсь, в себе. И в мире просто не было таких прецедентов в период пандемии. И, наверное, мой месседж сегодня будет такой. Очень хотелось бы, чтобы и в мирное время мы научились интересоваться друг другом, интересоваться правдой другого, не только своей, да, хотя нести, отстаивать свою это тоже важно, но не менее важно поинтересоваться, почему мой оппонент имеет другую точку зрения, задавать вопросы и искать какие-то наши точки пересечения и в них силу, то есть не только в самые темные времена, но и пока у нас есть шанс договориться на берегу, что называется, в абсолютно мирных условиях существования, когда не надо выживать и спасаться. Давайте делать это сейчас, вовремя, и тогда, мне кажется, у нашей страны появится гораздо больше шансов, в том числе, как говорит Шамиль, и в экономическом плане, потому что
вот это вот недокультуры. Мы вот как театр 15 лет существуем в этой стране, и чем дальше, тем больше становится, на мой взгляд, недокультуры. Но экономически лучше почему-то от этого не становится. Давайте действительно попробуем наоборот. Как театр мы 15 лет уже привозим, приносим, привносим, либо создаем, не побоюсь этого слова, какие-то тренды в современном театре и, надеюсь, искусстве нашей страны. И в рамках фестиваля мы не делаем для себя исключений. В год, когда все мы не могли делать ничего, потому что наше творчество всегда связано со взаимодействием, тем более театральное, со взаимодействием со зрителем. Мы стали думать, естественно, о том, что актуально сейчас, и попытались, осуществили очередную какую-то сумасшедшую экспериментальную попытку оцифровать театр и засунуть его в телефон. Мы опирались на опыт уже наших коллег из России, пытались придумать что-то свое, опирались на свой опыт реальный, театральный, потому что мы экспериментируем всегда и всегда, простите, засовываем и себя, и зрителя в какие-то очень странные, непонятные рамки, в которых нужно творить, да? Ну, как и наша действительность, мне кажется, она сегодня нас всех ставит в определенные обстоятельства, в которых без креативного подхода уже невозможно. Вот, поэтому с 6 по 13 ноября мы всех приглашаем к соучастию в наших цифровых перформансах. 6 числа мы, ну, может быть, немного раньше мы представим наше приложение. То есть, ну, сейчас пока это театр наш оцифровался в приложение. И 6 ноября будет презентация перформанса. Перформанс будет цифровой, то есть мы пытаемся сказать, что в нашей стране есть цифровая культура, в том смысле, что цифровое искусство, я надеюсь. Мы все вместе с вами попробуем это создать и посмотреть, что получится. Мы вас приглашаем 6 ноября на заявку этого проекта. Мы встретимся на 0-м километре в 3 часа дня 6 ноября. И далее в течение недели к некоторым спектаклям в приложении будет бесплатный доступ у всех в рамках участия нашего фестиваля. И мы надеемся, что вы будете скачивать, будете приходить, будете участвовать, возможно, не только в Бишкеке, но и в других городах. Хотя заявленный спектакль будет, ну, в рамках проекта, он будет о нашей столице, которая, конечно, пока еще борется за представленность вообще, многообразие разного, в том числе культурного. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алтынай Усмоева, я художница и дизайнер женской одежды. В первую очередь хочу поблагодарить Сорос за такую возможность быть частью этого фестиваля разнообразного. И я очень рада со своими коллегами в культуре, искусстве быть частью такого мероприятия. В первую очередь очень хочется сказать, что в Кыргызстане на данный момент лично я наблюдаю такой какой-то взрыв, может быть, культуры и искусства, и вижу, как молодежь очень вовлекается в эту сферу, потому что, мне кажется, как во все темные времена, да, что нас спасает, это такой духовный подъем, это необходимость в искусстве и в самовыражении. И это очень радует, и это очень важно быть уметь выражать себя и быть частью, да, этого глобального, может быть, так сказать, диалога, кто мы, зачем мы здесь, и это совершенно не касается каких-то экономических вопросов, но именно через искусство, мне кажется, это легче всего выразить, да, или выразить себя и затронуть эти вопросы. И мне кажется, что мы здесь все находимся для этого. То есть я хочу рассказать про свою выставку. Она называется «Кыт Камыр Киис и Ким Кардашьян». Почему? Потому что я сделала первую выставку тоже благодаря Соросу, которые меня поддержали в 2020 году, называется «Кутту Бозюй».
И после того, как я посмотрела, вот когда зрители приходили и взаимодействовали совершенно такими, может быть, сказать, ну, современными инсталляциями, но где я вот использовала такие традиционные материалы, как войлок, или понятные народу там предметы, как галоши, да, допустим, они могли как-то ассоциировать себя, свою культуру, но каждый зритель понимал для себя что-то новое. И я вот в этом случае, почему Ким Кардашьян? Потому что она как бы в каждой эпохе были свои стандарты красоты, да, вот, допустим. Сейчас, мне кажется, вот эта вот поп-культура и невероятные какие-то стандарты красоты совершенно меняют современную эстетику и восприятие красоты как у мужчин, так и у женщин. И мне очень интересно как бы поразмышлять, может быть, даже с юмором подойти к этому вопросу, используя традиционные кыргызские материалы, как кыт, это свинец, да, который мы все в детстве заливали в чуке. Вот я братьям всегда помогала. Камыр — это тесто, которое вот в нашей культуре, в кыргызской, как бы даже можно так сказать, что женщину тестируют, да, насколько она женщина, если насколько тонко она умеет раскатывать тесто, допустим, и киис, который используется в обиходе в нашей традиционной культуре. Вот используя такие традиционные материалы, не только эти, но я бы хотела вот раскрыть тему женской красоты, восприятия стандартов красоты в нынешнее время и как поп-культура влияет на нее. И хочу сказать, что вот да, разнообразие, оно очень важно. И мы, что радует, что вот молодежь и как бы в данное время, мне кажется, очень вот мы прямо сейчас развиваемся, и очень радует, что есть такие разные платформы, площадки, где креативные люди могут показывать свою точку зрения, потому что, как Женя сказала, мы этим и интересны, мы этим и богаты, что можем как бы выражать свою точку зрения в искусстве. Так, спасибо. Я не знакомая, очень надеюсь, что познакомились во время этого фестиваля, а вот во время Биеннале я там была, освещала и вообще была свидетелем того, как группа мужчин пыталась... Атаки, да, это так называется. Да. Но на самом деле я считаю, что микстура очень важна именно из-за этого, да. То есть такое случается, когда мы не можем принять другую точку зрения. И я много раз говорила, что вообще в искусстве, в наготе нет ничего преступного и по законодательству, и вообще по всем параметрам, да. Другое дело, что какие-то люди считают себя правыми вести себя агрессивно или нападать. И микстура, например, для меня очень важна именно потому, что она говорит о разнообразии, о том, что есть исламское искусство, о том, что есть, не знаю, диджейское искусство, о том, что есть феминистское искусство. И чем больше будет разнообразия, чем больше мы сможем принимать разные виды искусства, тем быстрее будет развиваться страна. Потому что на самом деле кажется, что искусство и экономика очень далеки друг от друга, но это абсолютно идущие вместе вещи, да? То есть это и экономический ресурс, но самое главное — это ресурс для развития детского творчества, вообще в целом для развития страны. Поэтому да, это иногда небезопасно, но лично для меня, как для художницы и творческой личности, это менее важно. Мне важнее развитие страны и безопасность следующих поколений в будущем, чтобы другие, которые вырастут и будут проводить какие-то, допустим, необычные выставки, не подвергались атаке. И я считаю, что такие фестивали о разнообразии, как микстура, это вклад в наше будущее. Можно я добавлю? Спасибо за вопрос. Вообще, вот вы правильно сказали, что искусство и ограничения, они не стоят вместе. И я вот, допустим, тоже когда задумываюсь, да, вот, допустим, мне нужно сделать выставку, как я могу затронуть любого зрителя, будь он там 6-летним ребенком, будь это опашка, которая совершенно, да, из другой эпохи, как бы я задаюсь такими вопросами. И вот, мне кажется, искусство — это одно из самых таких инструментов, очень сильных инструментов, которые мы можем затронуть любого человека, да. И мне кажется, нужно смотреть на то, что вот, допустим, вот кыргызская культура, она очень толерантная. И мне кажется, каждый художник должен
не должен, может рассматривать свое искусство как exercise, скажи, упражнение толерантности, да? И мне кажется, вот в нынешнее время у нас вот эта толерантность куда-то девалась. Я не знаю почему, там и религиозные, может быть, да, какие-то моменты сейчас всплывают. И вот мне кажется, очень важно быть толерантным. И искусство — это вот как для меня, как для художника, это мое право, да, то есть показать или выразить себя. И меня не должен никто ограничивать в этом. То есть как уже зритель и человек это воспринимает, то вот я даю тебе мысль, да, и ты рассуждаешь про это. Но как бы мне кажется, это очень важно, что вот так же, как Алтын сказала, «Микстура» — это фестиваль, где нам дается возможность сказать свою точку зрения и упражнять толерантность публике. Здесь еще важность какая, почему мы это делаем. Когда мы делаем все какие-то проекты по отдельности, нас не всегда слышат. Сейчас мы все вместе, и у нас действительно очень экспериментальные, очень новаторские, современные проекты, абсолютно разные, которые, собственно, наверное, одним своим у нас есть единый манифест о том, что нужно развивать это разнообразие каждому из нас. И, возможно, этот фестиваль еще и попытка объяснить, почему это важно. Я еще хотела добавить к вашему вопросу, что бывали времена и похуже. В общем-то, все они были гораздо хуже для человека в искусстве, который должен был куда-то что-то все время прятать. Да? Фактически. Все те, которые предшествовали времена. И мне кажется, на самом деле мы попали в какую-то самую малиновую вообще часть времени, когда этого, на наше время, по крайней мере, еще пришлось, когда этого было, минимальное количество. И мне кажется, наша задача сейчас просто не скатиться обратно в какие-то темные времена, да, опять же, а наоборот удержаться в этой толерантности, в этом многообразии, в этой человечности и в том, что, слушайте, точки зрения могут быть разные, да, но все мы хотим, во всех нас течет красная кровь, да, и все мы хотим чего-то человеческого прежде всего. И в любом случае, если мы не начнем договариваться, опять же, не начнем слышать друг друга, то куда мы придем? Вот этим, мне кажется, вопросом надо задаваться. Поэтому безопасность, наверное, начинается, опять же, с каждого, да. Тут уже вот кто-то рискует, и спасибо за эту смелость, Алтын в частности. Вот, и, естественно, мы призываем там и зрителей, и всех, кто придет, конечно, взываем к их собственной человечности, да, к их собственной рефлексии и к тому, что мы тут не на баррикадах, а мы как раз-таки мы предлагаем площадку, да, для обсуждения и для для выражения абсолютно разных взглядов, которые хочется кому-то или нет, но они существуют. Это объективная реальность. Можно вопрос уже. Ребят, большое спасибо, классная очень презентация и очень интересно было слушать. Вика, наверное, первый вопрос, почему микстура, да? И второй вопрос, может, для всех. Как вы думаете, ситуация, то, что с Таджикистаном было, то, что на юге у нас происходило, межнациональные, международные какие-то конфликты, этот фестиваль, вообще такие мероприятия, они как-то, естественно, они будут влиять, да, но можно какое-то такое раскрытие дать, да, что как это может повлиять и может ли это вообще влиять на это все? Спасибо. Эврика. Очень долго не было понятно, как это все назвать, коротким, емким словом, длинные фразы, предлоги, как манифест, мы никогда не читать. Сколько разнообразия, это микс культур. Появилось такое название «Микстура». Возник вопрос от коллег, в каком смысле, а я тогда им пишу, как панацея. И стало понятно. Очень надеюсь, что вот этот наш посыл, как панацея, как микстура, и как микстура, все это сработает. Вот, я хотела бы, чтобы наши участники прокомментировали уровень культуры, да?
Мне очень нравится этот вопрос. Спасибо, Хуан. И я думаю, что я очень верю в силу искусства, потому что искусство, минуя мозг, все стереотипы и шаблоны, которые у нас в головах, бьет прямо в сердце. Да? То есть искусство влияет через эмпатию. И в этом плане искусство способно конструировать новую реальность. То есть она еще не случилась, но я хотела сказать, вот вы про конфликты сказали, я глубоко верю, что если бы в нашей жизни было больше искусства, которое наполнено толерантностью, терпимостью, и если бы мы через искусство больше говорили о разнообразии, на самом деле в обществе было бы меньше конфликтов. И это научно доказано, что в странах, где очень развито искусство, культура, и оно доступно всем, у людей более низкий порог агрессии. Да? То есть понятное дело, что мы сталкиваемся с экономическими проблемами, со сложностями, но в любом случае мы действительно можем искусство использовать как микстуру. И мне микстура еще представляется как аралаш, да? Это когда разные виды искусства, людей, зрителей, тех, кто представляет искусство, вместе смешиваются в какую-то одну микстуру. Вот. Спасибо.